Неприятный инцидент произошел в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара. На защиту коллег-медсестер от буйного пациента встал врач. Утром 30 января в медицинское учреждение пришлось вызывать частную охрану и дежурный наряд ППС. И все из-за того, что молодой человек самовольно поднялся на 7-й этаж в операционное отделение, куда доступ посторонним строго воспрещен. Выводить незваного визитера пришлось дежурному врачу. Процессуальную оценку произошедшему должна дать столичная полиция. Репортаж Эдуарда Бушуева. Даже спустя неделю после тех событий обе операционные сестры до сих пор испытывают панический ужас. Глаза такие страшные, как наркоманские. В опьянении он находится, каком-то непонятном. Очень агрессивно, да, такой буйно себя ведет. Знаете, столько было страху, сразу вспомнились случаи, когда расстреливали в институте, в школе, вот эти студенты приходили. Если бы он был с оружием, он бы нас точно убил. Вот так бы шел, стрелял. Все произошло в 5:30 утра. В это время они были в комнате отдыха, как вдруг к ним в операционное отделение ворвался молодой человек. Ничего не объясняя, он сходу начал ругаться и снимать все на телефон. Он обзывал, он зашел в раздевалку, комнату отдыха и говорит: вы уволены, вы уволены. Потом он говорит: выйдите отсюда. Мы тут закрылись там и держали эту дверь. Он выдавливает. Тут все начал швырять, телефон выкинул. Снимал, Мы пытались позвонить. Потом напарница у меня, коллега, держит дверь, а я звоню Якову Анатольевичу. Я говорю: Яков Анатольевич, у нас тут нападение, что нам делать? Дежурный врач Яков Воронцов в этот момент был в другом корпусе, осматривал пациента. Сразу после звонка он побежал спасать коллег. Поскольку постовой охраны в тот момент в больнице не было, позвонили в ЧОП и полицию. Я как дежурный врач поднимаюсь наверх, смотрю на все происходящее, девчонки напуганы. Он заходит в другое крыло, где тоже операционные стерильные, надо его тоже срочно оттуда выгонять. Как бы вот ждать охрану, ждать полицию, когда это произойдет. Если он туда зайдет, то стерильность будет нарушена, оперировать там нельзя будет, надо все перемывать. Вот, я попытался его вытолкнуть, вот это, видимо, тот момент. Он там махает руками, один раз попадает по носу мне. Сам момент удара по лицу врача в кадр не попал. Камеры наблюдения этот участок коридора не захватывают. После схватки с врачом молодой человек убежал в стерильную операционную зону. Вскоре вышел оттуда, угрожающе размахивая сначала стулом, затем схватил стойку для капельниц. Попытался уехать на грузовом лифте. Общими усилиями медиков визитера все же удалось выпроводить через лестницу на 1-й этаж. Но он продолжал ругаться и угрожать медперсоналу. Оказалось, за полчаса до этого молодого человека с гематомой под глазом доставила в приемное отделение бригада скорой помощи. Уже тогда он вел себя вызывающе. Его такого уже привезли, неразъяренного, что он там уже и в машине их там всех тоже оскорблял, и он такой уже пришел. А что ему не понравилось, там не знаю. Он уже с таким уже настроением пришел, что его тут чуть ли не умирать привезли. Садись спокойно, я сейчас напишу направление, пойдешь на рентген. Но вместо рентген-кабинета пациент отправился в реанимацию. Видимо, и вправду решил, что его пора реанимировать. Прибывшие полицейские доставили дебошира в дежурную часть. После он еще несколько раз обращался к врачам. Разговаривал вызывающе, правда уже не снимал. Его осматривали невролог и травматолог, патологии не нашли. Отправили на амбулаторное лечение. А вот у врача Якова Воронцова удар по лицу не обошелся без последствий. Рентген выявил краевой перелом костей носа. Врач уже написал заявление в полицию для привлечения обидчика к уголовной ответственности. Помимо таких ситуаций, которые являются, безусловно, стрессовыми для сотрудников, они несут еще риск для здоровья. То есть можно получить травму от не вполне адекватного пациента. Может быть нанесен вред оборудованию, которое необходимо для оказания помощи, лечения. Если уж мама с папой не справились с воспитанием, то для этого уже есть сотрудники правоохранительных органов. Мы пытались получить комментарий участника этой скандальной истории. Обратились к нему в социальные сети. Реакции не последовало. Известно, что полиция взяла с него объяснение. Просмотрела видеозапись телефона. Сейчас проводит проверку. Будет ли возбуждено уголовное дело, пока не ясно. Как минимум, для этого требуется заключение судебно-медицинской экспертизы о тяжести полученной травмы. Но даже это не столь важно. Случаи, когда пьяные пациенты нападают на врачей, не редкость, но медики все равно продолжают оказывать помощь. И даже сейчас врач Воронцов говорит, готов простить, было бы извинение со стороны нападавшего, но тот упорно продолжает молчать. Молчать, когда врачи, как солдаты, несут свою вахту в пандемию, в нечеловеческих условиях, принимая на себя весь удар.
оказывая помощь с утра до поздней ночи, порой без перерыва, без возможности увидеть своих родных. Они также болеют и еще сильнее устают. И им, как никому, нужно человеческое внимание. Эдуард Бушуев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.